О развитии Калтасинского района поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Семен Цидилкин, руководитель администрации Калтасинского района. Семен Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы полгода как руководитель администрации Калтасинского района, родного для вас. Вы здесь родились, выросли. Это помогает в работе? Да, конечно. То, что я родился, вырос, жил в Калтасинском районе. Вся моя трудовая деятельность связана с Калтасинским районе. Сплоченная работа в команде администрации. Все это помогает мне решать поставленные перед администрацией задачи. А вот расскажите, кстати, немного о себе. Вы же вот прям начинали со специалиста, и вот о вашей карьерной лестнице. Да, я начинал специалистом в сельском поселении Краснохолмский сельсовет. Потом меня перевели в администрацию района. Я работал главным специалистом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям. После этого уже меня избрали депутатом в сельский совет Краснохолмского сельсовета, и депутаты выбрали меня главой поселения. Главой поселения я отработал практически 3 срока, это 11 лет. И каждый раз вот так получилось, да, вы уже до эфира мне рассказывали о том, что вот как только вы вроде бы поработаете, и потом есть какие-то, появляются мысли, ну, человеку свойственно, да, что-то вроде бы поменять место работы, а вам поступает новое предложение. Как-то так получалось? Да, вот так именно и получалось. У специалистов зарплата не такая большая, она небольшая зарплата. И вроде бы хотел найти другое место работы. Поступило предложение в сельский совет. После сельского совета тоже также поступило предложение перейти в администрацию района уже управ делами. И так там и остался. Ну вот судьбоносные решения получались. Да. Какие задачи уже удалось решить на сегодняшний день? Какое самое главное достижение на сегодняшний день? Ну, основные наши задачи – это улучшение качества жизни населения. Также приоритетная наша задача сегодня – это забота об участниках специальной военной операции, о членах их семей. Вот по качеству жизни у нас мы работаем над улучшением дорог. Буквально сегодня-завтра у нас завершается асфальтирование в райцентре 3 улиц. Это более 2,5 километров новые дороги асфальтированные будут. Как удается именно ремонт дорог? Это всегда больная тема, всегда очень актуальная, востребованная всеми. Вот как удается решить этот вопрос? Полностью этот вопрос решить, к сожалению, не удается, но стараемся, экономим где-то, все равно средства выделять побольше на дороге. Если говорить о сельскохозяйственном направлении, какие здесь достижения есть? Наш район сельскохозяйственный, у нас сельхозугодий больше 80 тысяч гектаров. У нас работают крупные предприятия, такие как ООО «Победа», сельхозкооператив «Восход». Вот по молоку наш район входит в десятку по надоям по республике. ООО «Победа» у нас сейчас строит новый корпус на 600 голов, новую ферму. Еще будет увеличение дойного стада, и, соответственно, результаты по надоям увеличатся. Также «Восход» строит ферму новую на 200 голов. Предприятия развиваются. Также у нас развивается коневодство в районе, традиционное для республики вид. У нас Низамудинова Диляра Ринатовна по программе «Семейное животноводство» получили грант, развивают ферму. Сейчас у них уже 450 голов башкирских лошадей. Вот если говорить о надоях, да, здесь действительно входите в число лидеров. А если говорить именно о реализации молока, я понимаю, что есть молокоперерабатывающий завод «Агромол». Вот удается ли именно такую цепочку составить, да, именно цикл, что есть молоко, есть куда его отправлять на производство, далее переработка. Удается это? Да, конечно. «Агромол» у нас перерабатывает по 11 тонн молока в сутки. Выпускает 6 видов продукции, традиционная сметана, молоко, кефир, сливки, масло. Все это реализуется в сетях Калтасинского района в магазинах, также Нефтекамский, город Уфа под брендом «Башкирское луговое». Есть перспективы расширить рынок для продукции «Агромола»? Я думаю, есть. Они активно сотрудничают с ритейлерами, заходят тоже на новые рынки. Ищут новые рынки сбыта.
Семен Владимирович, сейчас во многих районах и в городах тоже встает кадровый вопрос. Он стоит, может быть, и в здравоохранении, и в образовании. И на местах все-таки больше знают, да, как-то лучше, наверное, знают, в ком нуждаются, в каких специалистах, и всегда применяют вот свои программы. Есть у вас какие-то здесь свои нововведения? У нас работают все республиканские федеральные программы: земский доктор, земский учитель, земский фельдшер, земский тренер, земский работник культуры. И также мы для докторов компенсируем съем жилья, либо предоставляем муниципальное жилье. Также мы для студентов, обучающихся в медколледжах, в медвузах, выплачиваем свои районные стипендии, чтобы дети, уже выпускники, вернулись к нам назад. Все меры поддержки, если какой-то приходит к нам новый специалист, любые вопросы мы стараемся решать. Расскажите, как решаются вопросы и в сфере здравоохранения. Я сейчас говорю о том, что когда есть поликлиники, это хорошо, но очень часто нужны и ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. Вот в этом плане как идет работа? По ФАПам у нас в районе из 30 11 ФАПов уже обновлено. Это благодаря правительству республики, благодаря Раде Фаритовичу. В прошлом году мы построили 1 ФАП модульный. В этом году у нас уже готовы 3 ФАПа. Сейчас идет их лицензирование. Это деревня Актуганова, Старый Яш, Малокачаково. Как только будет лицензия, там в ближайшее время торжественно откроем эти ФАПы, и они уже начнут принимать наших жителей. Переедут в новые, красивые, комфортные здания. Мы с вами показательно уже тему благоустройства района коснулись, когда говорили о дорогах, а сейчас говорим именно об общественных пространствах. Как удается, что сделано, что делается, что может быть запланировано вот в плане благоустройства? По благоустройству в этом году по программе формирования комфортной городской среды мы начали благоустройство парка «Нефтяник». Это будет новый парк на пустыре сзади Дома культуры «Нефтяник». В этом году у нас уже завершен монтаж сцены. Сейчас завершается укладка тротуарной плитки. И следующий этап, это у нас будет 26, 27 и 28 года, будет продолжится и завершим эти работы. Будет большой, хороший, красивый парк. Расскажите, за счет чего удается, какая программа помогает здесь на помощь? Здесь программы формирования комфортной городской среды. Вот вы, как и уроженец Калтасинского района, который всю свою жизнь живет в районе, расскажите, какое у вас самое любимое место, где вы бываете, где гуляете? Вообще весь район любимый, но в Красном Холме у нас парк Победы готов, сделанный. Тоже по этой же программе у нас сделан сквер молодежи. В Калтасах парк Родники, вокруг благоустроен пруд, вокруг него тропа здоровья проходит. Часто там гуляем. А что вы делаете? Часто гуляете по тропе здоровья? К сожалению, часто гулять не получается, но бывает, вечером выхожу, прогуливаюсь, один, о чем-то думаешь, ходишь, какие-то мысли. Местные жители узнают? Да, конечно. Подходят на улице? Да, да. Вот сразу могут наверняка воспользоваться близостью, да, и задать какой-то вопрос. Часто такое бывает? Да, конечно, бывает. Мы с населением, вообще рабочий день не начинается с общения с жителями и заканчивается этим. Жители обращаются с разными вопросами. Где-то бытовые какие-то там небольшие вопросы, где-то крупные. Стараемся вопросы решать, которые уже обоснованные, какие-то жалобы сразу ставим на контроль и пытаемся их решить. Но одна, наверное, сейчас из главных тем, которая, если не главная тема, которая касается всех и каждого, это, безусловно, спецоперация. Вот в этом плане что делаете? Вот я понимаю, что каждый район сейчас помогает, каждый район все, душу вкладывает для того, чтобы поддержать бойцов. Что делаете вы? Да, конечно, поддержка бойцов, членов их семей является сейчас приоритетом в нашей работе. У нас, как и по всей республике, действуют штабы Шеймуратова. Через них мы централизованно отправляем гуманитарную помощь. Уже от нашего района ушло 16 гумконвоев. Жители отправляют как личные машины, так и собирают средства, сами приобретают там и квадрокоптеры, и там тепловизоры, и антидроновые ружья. Также мы это все приобретаем и через наш штаб, соответственно. Где-то централизованно, где-то, когда ребята приходят в отпуск, конкретно каждую заявку отрабатываем. В Красном Холме у нас действует тоже волонтерское движение. Женщины сами плетут сети. В Калтасах у нас ветераны
там в основном ветераны, уже бабушки плетут сети. Также во всех деревнях у нас есть при клубах кто-то варежки, носки вяжет, кто-то плетет сети, заготавливают траву, там сушат чаи, готовят домашнюю лапшу, плетут сети, опять же, окопные свечи делают, готовят веники для бани, туда отправляем. Вся работа у нас направлена на поддержку наших ребят. Это практически целая отрасль сейчас, правда? Да, конечно. С бойцами на связи? С бойцами на связи. Сам неоднократно выезжал с гуманитарной помощью. Уже когда встречают они земляков своих, все равно у них как-то и настроение поднимается уже. И нам они там задачи ставят, что им конкретно нужно привезти, допустим. Берем это в работу, отрабатываем, находим, изыскиваем какие-то средства. Ну, также вот у нас жители активно занимаются сбором гуманитарной помощи. Самая главная ваша задача на посту главы администрации? Главная наша задача — это все-таки специальная военная операция, поддержка наших бойцов и поддержка их членов их семей. Основная задача. А дальше уже идет благоустройство территории. Дороги, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот у нас сейчас в Красном Холме по линии ЖКХ ведется большая работа. Реконструкция центральной котельной и системы теплоснабжения. В прошлом году было заменено 3 котла общей мощностью 24 мегаватта. Зиму мы уже перезимовали на новых котлах. Также в прошлом году было заменено 7 километров сетей теплоснабжения. И в этом году мы завершаем работы по замене оставшихся сетей теплоснабжения. И уже по зданию котельной работы ремонт фасада, внутрянка. И в эту зиму, уже сезон 24-25 года, Краснохолмский у нас войдет с полностью новой системой теплоснабжения. Спасибо огромное, Семен Владимирович. Несмотря на то, что у вас такой насыщенный график, пришли к нам в студию, рассказали о том, чем живет Калтасинский район, какие перспективы. Я надеюсь, что мы не раз еще с вами увидимся. Спасибо. Спасибо вам. Хотелось бы еще выразить благодарность за поддержку нашего района, правительству республики и Раиде Фаритовичу. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.